История татар уходит корнями вглубь мировой цивилизации. Она овеяна многими славными делами. Татарский народ проявил свои лучшие качества в рядах ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. В Отечественной войне 1812 года внес огромный вклад в победу над германским фашизмом. Татары дали стране и миру много славных имен, среди них талантливые ученые, писатели, военачальники, общественные и государственные деятели, спортсмены, артисты, музыканты. И мы должны знать нашу историю. Вот я вчера разговаривал с одним человеком, значит, очень известный человек, очень уважаемый у нас, очень образованный и грамотный. Но вот не знала, что, значит, праздник-то народного единства посвящен освобождению Москвы ополченцами, а во главе ополчения стоял татарин этнический. Это было так удивительно, как же так? Ну, это потрясающе, он собрал деньги, все свое имущество отдал практически для того, чтобы собрать ополчение. Князя призвал, во главе ополчения поставил фактически. Собрал деньги, понимаете, для спасения России. И это о многом говорит. Это говорит о внутреннем единстве многонационального российского народа, который кожей чувствует опасность от раскола, от раздела страны, от раздробленности. Опасность для всех, вне зависимости от этнической принадлежности или религиозной принадлежности. Отличительная черта Ульяновской области – национальное многообразие. Здесь созданы различные институты, обеспечивающие комфортное соседство людям различных языковых групп и религий. Межнациональная политика всегда находилась и находится в центре внимания региональной власти. В 2005 году впервые в России был создан Совет по делам национальности при губернаторе Ульяновской области. На Совете рассматриваются обращения национальных автономий и обществ, решаются различные проблемы, оказывается помощь в проведении мероприятий и реализации культурных и образовательных проектов. На основании федерального закона в 1997 году в России одной из первых была создана Ульяновская городская татарская национально-культурная автономия. Первым председателем исполкома был избран профессор Азат Гайнулович Курчаков. При автономии созданы общество татарских женщин Ак-Калфак, молодежная организация Яны Булыл, отделение Всероссийского фонда «Татарская семья», объединение татарских писателей, шахматный клуб Ак-Тулпар и клуб знакомств Бехет. В настоящее время в Ульяновской области проживает 150 тысяч татар. Они принимают активное участие в государственной, политической, экономической и культурной жизни региона. В законодательное собрание Ульяновской области и в Ульяновскую и Димитровградскую городские думы избраны 17 депутатов татарской национальности. В муниципальных образованиях 262 депутата органов власти различного уровня, что составляет 15% от их общей численности. Татарский народ гордится тем, что подарил нашей области 19 профессоров, 118 кандидатов наук, более 4000 бизнесменов и предпринимателей, множество руководителей хозяйственных субъектов. В соответствии с уставом автономии общей работой руководит исполком. В ныне действующем исполкоме 112 человек. Из них 5 профессоров и кандидатов наук, 3 почетных гражданин Ульяновской области, 12 заслуженных работников различных отраслей, 15 работников сферы образования и культуры России и Татарстана. В президиуме исполкома 25 человек, которые по уставу ежемесячно собираются и обсуждают насущные проблемы и принимают те или иные решения. В Димитровграде и в каждом муниципальном образовании области, где компактно проживает татарское население, также созданы районные советы автономии. В соответствии с законом и уставом автономия работает над сохранением и развитием языка, возрождением национальной культуры, обычаев и традиций. При поддержке Министерства образования и науки Ульяновской области автономии удается на высоком уровне по сравнению с другими регионами поддерживать систему этнокультурного образования и воспитания. В настоящее время в 38 школах города и области изучает татарский язык и литературу как предмет. Около 7000 детей татарскую историю и традиции осваивают на факультативах и кружках. Ежегодно проводятся школьные, районные и областные олимпиады по татарскому языку. Победители показывают высокие результаты и на всероссийских конкурсах и олимпиадах в Казани. Раз в 2 года проходит съезд учителей татарского языка и литературы нашего региона. В 2013 году на нем был подписан договор между Министерством
Министерствами образования и науки Республики Татарстан и Ульяновской областью. По инициативе национальных автономий ежегодно проводится конкурс «Учитель года по родному языку». Победители этого масштабного конкурса награждаются путевками в страны дальнего и ближнего зарубежья. В 2004 году в Димитровграде открылась школа с татарским этнокультурным компонентом. Сегодня в этой известной не только в нашей области, но и по всей России школе учатся 250 учеников. Выпускники школы ежегодно показывают высокие результаты по ЕГЭ, и 100% их поступает в высшие учебные заведения Ульяновска, Самара и Казань. Во дворе школы в 2009 году был установлен бюст основателю татарской поэзии Габдуле Тукаю, а недавно этой школе было присвоено и имя великого татарского поэта. Автономия с первых дней своего создания активно сотрудничает с библиотекой народов Поволжья, где еженедельно проходят интересные встречи, вечера и презентации новых книг, изданных в Ульяновске. Частыми гостями здесь бывают известные писатели и мастера искусств из Казани. Доброй традицией стало проведение совместно с Центром народной культуры Ульяновской области Дней татарского языка и культуры в райцентрах и татарских селах с участием глав администрации, руководителей органов образования и культуры. В них активно участвуют творческие коллективы областного центра татарской культуры, писатели и поэты нашего края. Большая и значимая работа по сохранению родного языка и культуры проводится в Старокулаткинском районе. Здесь во всех школах изучается татарский язык, проходят многие мероприятия не только районного и областного масштаба, но и всероссийского, такие как межрегиональный фестиваль народного творчества татар-мишари в поволжских регионах, всероссийский конкурс «Авыл-Кызы» и научно-практические конференции. С 2013 года автономия активно участвует в грантовых конкурсах правительства Ульяновской области Татарстана и администрации города Ульяновска. Первый грант автономия получила от Министерства культуры Республики Татарстан на создание Музея истории, образования и культуры татар Симбирского Ульяновского края. Первая запись в журнале отзывов музея сделана губернатором Ульяновской области. За счет грантов проводились множество фестивалей, конкурсов, межнациональных праздников и научных конференций. А также удалось полностью обновить национальными костюмами творческие коллективы Центра татарской культуры. Проводится большая планомерная работа по увековечению памяти наших земляков. Установлены памятник поэта Кулгали в Ульяновске, бюсты великому татарскому поэту Габдуле Тукаю в Димитровграде и общественному деятелю Закиру Кадыри в селе Абдулово Черноклинского района. Вывешены мемориальные доски в память Сахаба Урайского, Файзулы Туишева, Габдулы Шамукова, Галимзяна Насырова, Закира Кадыри, Азата Курчакова, семьи Акчуриных. По инициативе автономии в Ленинском мемориале в областной портретной галерее «Выдающиеся люди Симбирского Ульяновского края» выставлены портреты народного артиста СССР Габдулы Шамукова и основателя татарской светской поэзии Габдальжабара Кандалы. Татары гордятся своей историей, богатейшей культурой, берегут свой язык, свято чтут национальные традиции. Подтверждением этого является издание энциклопедического словаря татары Симбирского Ульяновского края тиражом 1000 экземпляров. Он вобрал в себя основные сведения об истории жизни татар, биографии наиболее известных деятелей, составляющих гордость не только татарского народа, но и всего многонационального населения области. В последние годы доброй традицией стало проведение научно-практических конференций с участием не только российских ученых, но и дальнего и ближнего зарубежья. На конференцию, посвященную общественному деятелю Юсуфу Акчури, приехали впервые за 100 лет после Октябрьской революции его внук и правнучка Зухры Акчуриной Гаспринской. Посещая дворец книги и Краеведческий музей, они смогли увидеть личные вещи и чудом сохранившиеся редкие книги на разных языках мира из библиотеки семьи Акчурина. При финансировании и поддержке правительства Ульяновской области с 1989 года выходит газета «Эмет». Тираж ее составляет около 7000 экземпляров. Из татарских газет, выходящих за пределами Татарстана, «Эмет» является одной из самых многотиражных. Постановлением губернатора газета награждена медалью «Дружба народов». Она стала победителем всероссийского конкурса «Хрустальное перо». На базе редакции газеты ежегодно издаются книги местных авторов. На сегодняшний день татарская писательская организация и сотрудники редакции газеты подготовили и помогли издать свыше 90 книг на родном языке. Большим успехом у населения областного центра и близлежащих районов области пользуется телевизионная передача «Чешме», которая недавно стала победителем всероссийского конкурса «Татарский дух и перо». В 2012 году в Ульяновске открылся межрегиональный филиал телерадиокомпании «Татарстан. Новый век». Передачи этого спутникового канала смотрят во всех регионах России и в 38 странах дальнего и ближнего зарубежья. Аудитория телеканала 35 миллионов телезрителей. При помощи Министерства
Министерства образования Татарстана, Федеральной национальной культурной автономии татар и Всемирного конгресса татар, школы и библиотеки региона регулярно получают художественную и учебно-методическую литературу из Казани, которые дают возможность обновлять книжный фонд сельских и школьных библиотек нашей области. Только за прошлый год безвозмездно были получены книги на общую сумму более 400 тысяч рублей. В 2013 году впервые состоялся форум писателей Ульяновской области, пишущих на татарском языке. В этот день с участниками форума встретился губернатор Сергей Иванович Морозов. 11 лет назад в Ульяновске была создана одна из первых женских татарских организаций в России «Ак-Калфак». Все эти годы они не только активно занимаются пропагандой татарской культуры, но объединяют татарских женщин в стремлении сохранить семейные ценности и национальные традиции. При активной помощи Центра по возрождению и развитию национальных культур в муниципальных образованиях, в школах, в Центре татарской культуры постоянно организуются фестивали и конкурсы, выставки картин, национального костюма и национальной кухни. Проводятся разные татарские обрядовые праздники, форумы женщин и татарской молодежи, встречи с читателями газет и журналов, праздник поэзии у памятника Кулгали, областной конкурс детских рисунков, межнациональные фестивали «Хоровод дружбы», «Созвездие дружбы». Сотрудники Центра татарской культуры совместно с управлением ЗАГС начали регистрацию молодоженов по татарским национальным обычаям, проводят семинары по подготовке и проведению национальных праздников. На базе Центра ежегодно проходит межрегиональный фестиваль татарских народных и самодеятельных театров имени Бари Тарханова. В нем участвовали десятки коллективов из муниципальных образований области. Фестиваль посещает более 2000 зрителей. Центр татарской культуры посетил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и дал высокую оценку работе Центра, поблагодарил руководство региона за предоставленное здание и постоянную поддержку в проведении мероприятий. А недавно в гостях в Центре побывал и мэр города Казани Ильсур Медшин и оказал большую финансовую помощь в ремонте Центра татарской культуры. Совместно с областной федерацией по татарской борьбе «Кореш» проводятся различные турниры областного и регионального масштаба. Известные борцы, спортсмены в муниципальных образованиях области регулярно проводят мастер-классы по татарской борьбе. С 2012 года проводится областной шахматный турнир, посвященный дню рождения поэта-героя Мусы Джалиля. Татарский по названию и сценарию яркий и радостный праздник Сабантуй в нашей стране стал поистине общенародным. Правительство Ульяновской области 3 раза инициировало проведение в регионе федеральных Сабантуев. Сабантуй 2003 в городе Димитровграде и Сабантуй 2009 в городе Ульяновске, а в 2016 году Старокулаткинский район принял Всероссийский сельский Сабантуй. В нем приняли участие более 700 гостей из 48 регионов России и ближнего зарубежья. Решением конкурсной комиссии Министерства культуры Татарстана и Федеральной национальной культурной автономии татар по итогам работы за 2014 год татарская автономия Ульяновской области признана лучшей татарской национальной культурной автономией России. Гордость автономии, ее богатство – это люди, представители разных профессий и возрастов. Их всех объединяет готовность отдавать свои силы и знания возрождению и развитию традиций, обычаев и родного языка.